Многие политики поговаривали о том, что патриархальная Гагаузия никогда не изберет главой автономии женщину. Женщина – это хранительница семьи, говорили мужчины. Ее место на кухне. Однако дата 22 марта останется в истории гагаузского народа как доказательство того, что эти стереотипы у гагаузов давно изжиты и канули в лету. Что ждут от новоизбранного башкана жители Гагаузии? С какими надеждами они связывают свой выбор? Бузикова оставила за бортом, сама стала башканом, и у нее программа, единственная программа, где было сказано об искусстве, о культуре. Хотим надеяться и возлагаем на нее очень большие надежды. И надеемся, что жизнь Гагаузии, автономии будет намного краше, лучше. Наш народ будет жить намного лучше. И, естественно, надежды на лучшее будущее. Конечно, есть проблемы и в селах. И думаю, что совместно с новой командой, с новым башканом мы эти проблемы разрешим. Мир был, и чтобы Бог помогал ей, и чтобы она уважала, как мы ее уважаем, чтобы она тоже уважала всего народа гагаузского. И надеемся, что будет у нас с таможенным союзом, и будем процветать, и мирное небо над головой. У людей в подвалах вода. Надо срочно делать, дома гниют. Если она будет работать для народа, и для нее тоже будет все хорошо. Строительство нескольких фабрик, заводов, о чем было опять обещано, открытие многочисленных рабочих мест. Мы ждем изменения экономической ситуации и социальной ситуации в нашей автономии. Ирины благополучие, чтобы нас тоже не забывала людей, и мы, чтобы не забывали ее. По сельскому хозяйству решит много вопросов. Именно по реализации нашей продукции, посадка новых виноградников, новых садов. Чтобы не предала гагаузский народ. Вот как некоторые продают. Вот, допустим, Дадон тоже за таможенный союз, люди пошли за таможенный союз, а в конце он нас продал. Во-первых, мы все в надежде на то, что наш новый башкан будет действительно нашим общим, нашего всего гагаузского народа. Из слов наших респондентов следует, что в эти сложные времена с избранием Ирины Влах главой автономии многие люди связывают свои надежды на то, что в обществе станет благополучие, единение, а также будет продолжаться работа, направленная на сохранение общечеловеческих духовных ценностей. В интервью журналистам нашей телекомпании люди единодушно говорили о своих надеждах на то, что новоизбранный башкан, женщина, сумеет стать гарантом мира и спокойствия в регионе и сможет отстаивать интересы всех слоев населения автономии.